Дача – дом второй. Это золотое правило сыктывкарки Флюры Киреевой. А значит, в этом доме должны быть чистота и порядок, уверена женщина. Не секрет, что в тонком дачном деле многое зависит от соседей. Здесь с этим проблем нет. Не ругаемся, живем мы мирно все. Делимся цветами, кустами. В этой скромной будке и следят за тем самым дачным порядком. Здесь заседает правление садоводческого товарищества. В этих папках история каждого участка. Информация более чем необходимая, а с принятием нового закона просто бесценная. Председателей обяжут выдавать все документы дачникам на месте. Тем, кто пока не обзавелся такой базой, будет нелегко. Все накапливается с самого начала образования общества по конкретному участку. Материалы все накапливаются вот в эти папки. Тут же и платежки, которые они проводят вот через банк, платежные поручения, тут же акты сверки, тут же какие-то заявления. А еще не станет самого понятия «дачное общество». Будут лишь садоводческие и огороднические. В-первых, можно будет прописываться, во-вторых, только хозяйство вести. Наше товарищество почти в полном составе намерены получить статус садоводческих. Когда закон вступит в силу, появятся и новые рычаги влияния на неплательщиков. Впредь тех, у кого накопились долги больше, чем за 2 месяца, могут просто исключить из товарищества. Разговариваем, а толку-то от них. Мы им говорим, а они все равно свое делают. Вон они сейчас уже год, наверное, не ходят, да? Ягоды приходил собирать, и все, больше не ходят. Новый федеральный закон прописывает непосредственное участие в жизни огородников властей на местах. Сегодня чиновники и садоводы не всегда находят общий язык. Местные администрации помогают дачникам, скорее по воле сердца. Большие общества, да, они могут позволить себе вкладываться в инфраструктуру, а вот маленьким обществам очень тяжело содержать дороги, содержать в порядке то, что с нас требуют работники МЧС, пожарные, то есть выполнять вот те требования, которые, опять же, необходимы для жизни и безопасности людей, которые живут в этих садоводческих товариществах. И я думаю, что в дальнейшем это будет уже работа и муниципалитетов, которые будут все-таки закладывать в бюджеты определенную сумму помощи. Не дожидаясь нового закона в действии, наши дачники уверены, необходимо объединить усилия. Пока своя ассоциация есть только у Эжинского района. Очень жаль, конечно, что многие председатели вот просто разрознены вот мы так до такой степени, что делают в своих обществах все, что хотят, а не то, чтобы они скучковались бы. Вот есть ассоциация, скучкуйтесь, как-то вместе организуемся, чтобы сделать все правильно, чтобы нас не лишили права, не задавили, чтобы мы друг другу могли помочь. Нет, каждый из себя корчит там барина какого-то. Сегодня активисты-садоводы готовы помочь коллегам. Вот только эти самые коллеги часто не хотят обращаться за такой поддержкой. Ведь в этом случае придется отчитываться за каждый собранный и потраченный рубль. Впрочем, с новым законом черные кассы и дачные войны должны уйти в прошлое. Действующий закон приняли еще в 1998 году. Основное правило главного документа, по которому сегодня живут дачники – честность. Тогда и подумать не могли, что кто-то будет воровать электричество, передвигать заборы или не платить членские взносы. Сегодня понятно, жить по старым правилам уже нельзя. И порядок садоводам нужен не только на их 6 сотках, но и за их пределами. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, Олег Жуковский, телеканал Юрган.